Так, утро доброе всем. Едем на Якутск дальше. Получается, останавливался Петров-Забайкальском. Короче, проспал без будильника, сколько проспал. В общем, и уже по местному тут 10 утра. Ну, чуть-чуть проехал. Вот это Новопавловский подъем. Ну, или перевал. Все сухо. Колеса на холодную поздувал до 7,5. Ну, сдулись они, кстати, вообще немножко. По 0,3, по 0,4. Значит, так сильно разогреваются. Не знаю, вот сейчас проехал, можно. Система контроля давления. Ну, вот уже, ну, что-то какой-то разнобой стал. 84, 8,7. 8,6. Ну, получается, внутреннее можно чуть-чуть побольше еще. Еще с один подход. Передок тоже сдул, он уже до 9 дошел. Ну, в общем, не знаю, видно, нет. Колеса. Ну да, я, получается, то более-менее. Сейчас 3 сотки даже отличается. 3 десятых. То есть. Ну, следующая остановка буду по внутренней чуть подспущу. Не попало, получается, давление. Что, дорога сухая. Да вообще какая-то зима, мы не попадали даже особо, кроме Кемерово. Сейчас в Якутии ожидается попадос, потому что потепление в Якутии, там же дорога вся из снега. Ну, то есть, там нету такого чистого нигде. Ну, асфальт только, что возле городов там. Турбина дует по максимуму до красной, да, на красную не заходит вот здесь зона. Специально так отстроена. Масло в двигателе подогрелось. Так, Магомеда, своего напарника по рейсу не могу догнать. Он где-то созвонились, он примерно километров на 150 впереди. Если бы надо было будильник заводить, там что-нибудь подравняться с ним можно было. А так, пока 8 часов поспал, пока походил, пока позавтракал. Ну вот Новопавловский едет. Еле едет. Такой подъем на камеру, наверное, вообще как по ровному кажется. Ну, тут хороший подъем. Да, буду частями, наверное, так записывать. Ну, сейчас до верха доедем, Новопавловского. Рассказывать, не знаю, что тут про истории. Тут местность такая. И рассказать нечего, наверное. Хотя, если почитать что-нибудь, то можно рассказать. Я даже, честно говоря, не знаю. Это уже, наверное, Бурятия еще, или же уже Читинская область, Амурская. Ну, как она там называется, Забайкальский край. Ну, до 7-й передачи дошел. На всякий случай ленивец подыму, а то он начнет еще на сухом асфальте буксовать. Это будет новая тема. Ну, скорее всего, да. Вот эти все пробуксовки, это ленивец такое, ну, получается, берет на себя нагрузку и, ну, как вывешенное колесо ведущее. Я же блокировки никакие не включаю, оно дифференциал работает по принципу какому легче. Ну, он где-то на перекосах может разгружает и буксует. Ну, особенность такой компоновки, что говорить, проходимость такая себе. Ну, тем не менее, едем. Везде, ну, как
как, ну встал, поехал. Если, ну, получается, сам ошибся. Сразу бы ленивец там поднял, да и не узнал бы, что колеса перекачанные. На холодную были 7,3, 7,4 даже я некоторые делал. Уже поднялась на... Вот сейчас почти 1,5 атмосферы. А на скорости он вообще разогревалась до 9 у меня. Ну, сейчас, получается, на 8,7. Что-то 0,3 вообще сбросилось. Вот он, самый выход. Тут, кстати, да. Вот и лед, пожалуйста. Тут всегда есть побуксовать возможность. Ну да, я еще иду на автомате, режим эконом. Такое себе. Каких спойлера. Деловые линии, прицепись в спойлерах аэродинамических. А тут надо спускаться на 7-й, наверное. И то, наверное, на 7-й не удержит. Но пока держит, уклона нет. А так, ну, тут подъем такой злой. КамАЗик там вообще. Все. Не знаю, камера опять вот 6 минут отсняла, чего выключилась. Продолжаем дальше. А тут вообще все во льду прямо. Так что я придержу на всякий случай. Ну да, накатали лед прям на спуск. Ну, на спуск не так проблемно, конечно, как на подъем с этой стороны. Тут, по-моему, с этой стороны покруче подъем. Так визуально как бы не сильно круто, но по мотору слышно, что 7-я передача, он газует. На горняки не держит. Ну как держит 200, но разгон идет, надо придерживать. В общем, такие дела. Ну дальше что, тут сухой асфальт, небольшие красоты. Вон там сзади уже Мерседес подлетает. Сама на 8-ю переключилась, я не придержал, получается, обороты дошли. Это вот видите, на тормозах поехал, а там еще спускаться далеко, если он так раскочегарился. Не, ну может он уже не первый раз, конечно, едет. Я-то сам он разгоняюсь, ну, не стал придерживать. Да, камера. Короче, не стал придерживать, постепенно доходят обороты до красного, а он сам повышает передачу. Ну там 2300. Он, не доходя до них, переключается. Ну, в принципе, а сейчас уже на 9-й держит, здесь уже уклон нормальный, просто идет 2000 оборотов. Да, и по этим горам надо было заправиться, наверное, в Тарбагатае. Там еще возле Улан-Удэ. Мне показывало там куча солярки, по горам поехал. Все, уже четверть бака. До Читы не хватит, наверное. Хотя было там что-то до Читы было 600 километров. Показывало на 1300 у меня. Пошли горы, сразу все пересчиталось. Так, ну, дальше не знаю, сейчас, может, комменты почитаю ваши, там что-нибудь дальше порассказываю вам ответы на вопросы. А то так
И нечего рассказывать. Короче, все в порядке. Колеса опять нагрелись почти до 9. Не знаю, что их спустить до 7, что ли, на холодную. Ну, попробую еще. Ну ладно, предварительно всем пока. Новопавловский проехали. Хотя, подождите. Если тут дорогу посмотреть, после Новопавловского сейчас чуть-чуть проедем, будет этот Хохотуй, наверное. Возле Хохотуя вот этот тещин язык там. Ну, он прямо рядом. Спуск и чуть-чуть по прямой. Карта местности, чтобы видеть по карте. Ну да, вот на карте Хохотуй, и вот это вот он, вот здесь на карте, вот этот маленький такой. Вот подъезжаем к нему. Увеличить так, чик, вот он получается, чик-чик, вот этот тещин язык. Ну если видно, не знаю, наверное не видно, как-то камера, не знаю, не как глазами передает, а она как-то все это отдаляет, что ли, чтобы угол обзора был шире. Так, это ленивец сам убежал, взял на себя 0,5 тонны. Я ж его как поднял на Новопавловском. И он, видите, чтобы не забывал, он сам потом опускается. Все, он сейчас полностью опустился уже. Хохотуй. Да, тут поморознее было. С утра минус 14, сейчас уже минус 11. А то там вообще всю дорогу больше 3 градусов мороза не было. Все нормально, распределение. Опустился полностью. Не знаю, в поле остановка. Опа, опа. Ну да, самое тут, конечно, неприятное, это вот едешь вроде и дорожка вот неплохая, все, раскатишься где-нибудь. А там вас ждет какой-нибудь просто канава какая-нибудь. Ну, везде знаки-то предупреждающие есть по большому счету. Но надо быть внимательным. Короче, сюрпризы на дороге присутствуют. Да, там за Макса все пишут, там, не знаю. Ну, я смотрю его, там, где движение. Зацепили, он там какой-то 16 или 17 метров. Чтоб мастерство свое отточит. Еще не ездил, по-моему, он с такими прицепами. Все, как говорится, для опыта. Попробовать, плюс на скане покатается. Скажет свое мнение, что за машина.
там, в принципе, 440-я, она, не знаю. По-любому. Ну, будет ехать, наверное, как наша. Просто мы с 25 тоннами ездим. А там, наверное, с 20. А, хотя 4-осный прицеп, по-моему, там тоже могут 25 тонн навалить, наверное. Или, что-то я не помню, 4 или 3-осный у него. Ну, в общем, для ютуба, для собственного опыта нормально, что попробовать. У нас-то что тут неинтересно. Уже когда съездил 5 раз сюда на восток, что тут одна дорога. Тоска уже, печаль. Посещать начинает, наверное. А мне до сих пор нравится, потому что мне раз загрузился и едешь, а теперь один так вообще 10 дней едешь. Прямо. Никуда не надо ни задом сдавать, ни каким щелям там, ничего. Ну, 2 раза в месяц, может, какой-то там. Вот она, видите, опасный поворот. И тут такой видон открывается. И тут надо быть аккуратно, потому что здесь, если вот так вот пустить машину, то там поворот как бы, вот видите на фотографии, вот фотка, вы здесь и отфотана она. Нормально сделано, кстати, ну, если прям совсем быть невнимательным, то можно, конечно, тут прямо уехать. А там есть куда прямо ехать. Вон даже 7-я передача, она накатывает. Ну, я тоже здесь стоял, когда снимал в моторежиме. У меня там видео есть, я прицепил на руль. И тут в повороте у меня руль же поворачивать надо. Он там горняк нажал туда-сюда. И тут вот видите, какое место. Шикарный вид. И поворот крутой. То есть я еду сейчас 25 км в час. Ну, как бы быстрее тут особо поворачивать, уже закладывать. И можно, как бы, если там расслабиться, то тут уже все. Ну, меня догнали. Делка он догоняет. Ну, я езжу потихоньку просто, я, честно говоря. Мне вот это лишний раз обгонять кого-то. Я лучше остановлюсь, посплю. Ну, я просто еду долго, качественно. Всем, ну, я как он, белорусы вчера с негабаритом тоже догнали меня. Ну, я 82 ехал и им мешался, получается, все время. Не знаю. А у них такая, ну, ширина была, наверное, ну, по метру торчала во все стороны. Они такие вдвоем. Ну, видно, легкое что-то в упаковке. Потому что шуровали они 90 прямо под отсечку. А я как бы 81-82 на круизе. И бригадирил там, ну, когда Байкал проехал. По прямой, вот это где на Бабушкина. Так, ну все, это хохотуйский тещин язык посетили с вами. Ну вот, делка пошла. Ну, как бы, я не знаю, тут-то можно и побыстрее ехать, но я забыл побыстрее ехать. Ладно, а то сейчас получится опять фильм на 3 дня. Дальше что-нибудь включу, может тоже буду так вот кусочками и один день. Что получится, не знаю. Напишите потом свое мнение. Ну ладно, предварительно пока рулим дальше. Непонятно все, пошла съемка или нет. Тут тоже место такое красивое. Зурун, поселок.
получается. Мы идем сбоку, ну, там внизу железка. И виды красивейшие. Да, надо будет в Чите сейчас заехать, наверное, на Вольво-центр до машины помыть, если будет возможность. То тут уже сухо прямо. И морозец минус 5. Ничего не тает. Машину хоть отмыть. Вот так, продолжаем наше путешествие на грузовике по России с конечной точкой в Якутске. В Якутске, не знаю, может, останусь жить. Если не, ну, оттуда грузов-то нету. Да надо, не знаю, может, приколоться, купить что-нибудь, самому отвезти, продать. Повысить рентабельность. Это, честно говоря, вот эти перевозки. Такое себе. Энтузиазм. Плюс желание покататься движет больше, чем финансовая сторона. Не, в плане-то на Якутск хорошо платят, но оттуда тишина полная. А на Приморье ехать тоже цены попадали. Не знаю, говорил, нет. Ну, в целом ввели там субсидирование перевозки ЖД-транспортом, вот этой рыбы всей, и народ начал побольше вагоны грузить. В общем, посмотрим, что пока. Не знаю, буду в Якутске, буду созваниваться, спрашивать, что, как, какие варианты там есть. Если что, у меня там расчетное время прибытия 3 дня. Пустым поеду. Ну, или с Якутска пообщаться там можно с людьми. Спросить, может, на Магадан что-нибудь. Катнуться. О. Тут разделительная вот это. Забор, не знаю, зачем они. Ну, наверное, повороты режут, на встречку выходят. Часто решили поставить это. Забор. И там еще будет такое же место одно возле, уже на подъезде, наверное, как она там по карте называется-то, елки. Хилок. А вот это, наверное, место вот в этом районе. Ну тут, да, красивые такие места, дорожка так вот туда-сюда петляет, виляет. Еду что-то потихоньку совсем. У меня вся скорость ниже, ниже, ниже. Ну, надоело подпрыгивать просто. Каждый мост везде. Оно еще так неприятно, знаешь, было бы там хотя бы, ну, с одной стороны ямка, а то оно просто, ну, вот так вот. Как лежачий полицейский, с 2 колесами, бабах только. В машине-то вроде как ничего, но сами ощущения такие неприятные. Жалко машинку. Расход у меня вот вырос, сразу был 36, там 6 где-то до Култука уже 37,7 за все время. Вот 6880 я проехал от Санкт-Петербурга. Ну да, там, кстати, нормально в Санкт-Петербурге грузиться. Это Софийская база. Все просторно, быстро так. Подъехали. Я не знаю, час, наверное, все это дело заняло. Вот тоже знак. Неровная дорога и новый асфальт сразу начинается. А, ну это, наверное, знак забыли убрать. Вот здесь вот видно латки такие. Да, кстати, на машине тоже снял этот ограничитель.
по скорости. Ну, вообще просто убрали эту цифру. У меня теперь нет вообще никакого ограничителя. Ну и поудобнее стало, кстати, ехать. Ну, где-то там на подъем додавить можно раньше, но газ нажать. Получается, в итоге даже, наверное, расход вот сейчас сравним, потому что вес примерно такой же. Прошлым рейсом на Якутск у нас с Москвы вышел расход 40,4. Ну, это именно машина. А сейчас у меня 37,7, да? Ну, скорее всего, такой же будет. Что дальше Чита сейчас пойдет. А Якутия вообще там шли мы отдельно, я обнулял бортовой компьютер, там вообще 67 был на сотку на расход. Ну, в начальной фазе Амурская область, Алданское Нагорье, потом чуть подснизилось. Ну, что-то, наверное, в Якутск приехали в районе 50 с чем-то там, 6 или 54. Да вот у меня тут на бортовом до сих пор с Якутска есть. Получается, вот это вот сейчас я еду 37,7 за 6800. А вот это я обнулял, с Якутска выезжал 19 500 километров. Ну вот это мы с Якутска поехали пустыми во Владик, с Владика вернулись на Москву, с Москвы пустыми я на Питер поехал. И с Питера вот сейчас 19, в общем 35,1 средний расход за вот эти почти 20 тысяч километров последних. А вот это, не знаю, 7500, это, по-моему, 36,5, это с Москвы. Ну, пустой. До Питера и... Ой, прыгуны вы мои. Не, ну тут подлатали, кстати, прыгуны. Получше стало. В общем, такие дела. Ладно, потом еще включусь что-нибудь. Так, вид с улицы. Все без изменений, все грязное. Хотел он задрал сейчас машину показать, какая резина. Не знаю, подспустил ее, но она что-то все равно под 9. Вот если что. Ну видите, какая ламель, все как положено. Зубастая в 3 ряда. Протектор. Должно все нормально быть, видать, сопротивляется. Ленивец такое сопротивление дает, просто надо не проторговывать, поднимать его, да и все. Что там, обход сделаю, раз остановился. Сейчас вот Хилагасон, вот поворот. Вроде все путем, колеса круглые, ворота на месте. Что-то течет изнутри. Не знаю, откуда там. Видно, сильно тепло. Ну, может, лед подтаивает, хотя откуда его взяться. Короче, такие дела. Сейчас будет Хилагасонский подъем такой. Тоже, ну, как бы крутоватый. Не знаю, так бы камеру ставить можно было. Не знаю, куда крепление приделать. А то вот самое удобно, конечно, на телефон снимать. Телефон на вот этот черный квадрат лепишь. Но вроде и купил наушники эти с микрофоном. Или они быстро садятся, короче, не знаю. Я как бы слушал свои рассказы, вроде все нормально слышно. Все пишут, ничего не слышно. На телефон включил, он снимает хоть те 2 часа. У него нету, не включается, ничего, не знаю, что эти камеры так придумали. Так, надо срочно сваливать. Сейчас она на большой яме, конечно, улетит. На место вернул.
поставил на эту, где предупреждалка о столкновении, красная лампочка. Такая пластмасска. Вот она, видите? А может она и не снимает уже ничего, по ней не поймешь. У меня Volvo атакует. Видит 420 ширину, все. Это местное. Ну, не местное, а иркутское, наверное. Да, с заправкой тоже вот бак такой странный. Показывал, там в 2 раза больше, чем до 10 километров теперь лампочка горит. Снега вообще как-то мало. Такая местность. Там даже вот чуть ты подъезжаешь, там целые поля этих солнечных панелей. Ну, потому что тут осадков и солнечных дней в году вообще очень много. Там электростанции солнечные монтируют. Так, хотел Хилгисонский подъем показать, опять, наверное, включился. Заранее сейчас будем ехать где-то 2 дня до него. Ну, там держится, до больших прогонов надо. Так, вот я с Магомедом созванивался как раз, когда я проснулся, он где-то вот здесь был уже. 820 километр, а я был на 654 какой-то. Ой, то есть 2,5 часа где-то я сюда ехал. Ну вот сейчас этот подъем. Давайте засниму, наверх заедем, покажу вам там. Там все монетками засыпано. Такое место священное стоит. Не знаю, как оно, ступа, наверное, называется правильно. Почитаю. И все видно, проезжают, монетки кидают, там все мелочью засыпано. Можно там, в принципе, легко на бутылку насобирать. Если кому надо. Там по 10 рублей. Ну, нормально, прям не очень.
спутник, отнесись с уважением. Субургану. Не сори, не кричи в этом месте, и пусть удача сопутствует у вас в пути. Да благословят вас 3 драгоценности: Будда, Драхма, Сила. Так что тут шуметь не надо. Там он яблочки кто-то положил. Ты кого там? И турбину какую-то включил? О, это кто-то едет. Под горку-то и говно катится. Ты что, видать? Так, сейчас обусь. Сбегаем. Обзор. Хиватасон. Машина выдержала заход на подъем. Вот уже мелочь, видите, везде. Тут, наверное, даже люди не останавливаются, а сразу на ходу раскидывают. Вон в монетках, видите? Вон монетки. Ну, есть тут, может, собирают, правда, не знаю. Тоже у нас монетки есть. Все. Давайте на просветление. Вот тут, видите, наложено. Кому надо, может, с нуждающимся. Яблочки померзли уже, сигареты. Ну вот, ленты, ну, не знаю, у меня ленточек так нету. А что? Ну и мы не особо буддисты, как бы. Относимся с уважением ко всем проявлениям веры. Ну, вот, ступа просветления, Субурган называется. Выражение духовного пути символизирует собой природу ума Будды. Ну и все, поделились умом с Буддой. И дальше продолжаем свой путь. Почему такое место, да, на этом на Хавагасонском подъеме. Ну, может, так, ну тут туалет для просветления, других дел. Что, машина в порядке? В общем, ну ладно, давайте, а то будет сильно много видео. Все, всем удачи.